Мы этот горячий репортаж пишем. Да, Слушай, я не знал, что вы вчера вечером будете петь. да. Мы уехали с ярмарки, думали, что до 6 она будет. Представляешь? Был концерт, по-моему, часов к 8 начался. И потом мы уже ложимся спать, а там у вас только жара началась, Ну оказывается. да, там ближе, я не знаю, 9-10, наверное, было, 11. Машалла. Не замерзли? По 2 Нормально? ночи, не, нормально. На сцене нормально. Так-то прохладно было. Слушай, ну трек вообще, блин, бомба, реально. Вот я и включил, а ей с первого раза понравился. Это редко бывает. Да? Ну, и Деф я имею в виду, да? Нет, круто, если так, Круто, то круто, ну, круто, круто. реально такая Это реакция не просто- это зрителей, не ну, это. очень радует на самом деле. Это не похвала, это реально, я тебе говорю, честно. Салам, я жену потерял, не Салям видели? алейкум. Нет, я вообще красивых людей ищу, и тут ты, получается, Сижелил. Как дела? А я потерял жену Сейчас найдем. после вашего эфира. Да, да. Но это завтра уже будет ролик. Нет, я имею в виду про матриархат. Все Она- нормально? Она говорит, ты что, нормально? Всё Нас по- излирает там. Ты нормально держишься еще? Ну, кайын, честно говоря, кайын. Хрен, да? Но, енді не yapayım? Енді напаем. Енді надо... Дедигим, все, назад нету. Нет, ты же ровно разговаривал. Нормально? Не всё? знаю, как Чуть-чуть, да, чуть-чуть. Но всё Как равно. я вот сейчас пересматривал, я 3 раза пересмотрел, были моменты, где буквально пару моментов, где я не то чтобы ошибся, Не в ту дверь зашел, да? да, Так и скажи. Да, нормально, вот Джеремас. Я Так и всё. скажи, да, чуть-чуть не туда, не в ту дверь зашел. Да. Блин. Я рекомендую тебе набрать жену и возле фонтана встать. Это всегда работает. Или возле еды, еда вон там. Возле еды. Да. А что тут интересно? Я вчера ваш эфир смотрел. Ну, это ролик, это не эфир. Ну, твой. Чуть-чуть посмотрел, да? Да. Ну, это такое, скажем так, чуть-чуть, да. А сегодня мы развернуто снимаем мастеров, разговариваем, общаемся. Ты тоже вот если бы сейчас ковер бы сделал, ковер, вот мы сейчас бы с тобой про ковер поговорили. Или горшок, допустим, там, ну, что-нибудь такое, да? На языке искусства. Или вот так. Вот Просто так, да? человек, который умеет Ты, в принципе, если вот так просто будешь стоять, ты уже как И искусство типа получаешь. думать, да. Да. Вот. А если чуть-чуть задумчивый, да? Извиняюсь, жена звонит. Всё, да. Алло, апайчикам? Давай. Сейчас будем лучший кофе. Самида, подожди, здесь нужна профессиональная поддержка. Это было красиво, Рустамага. Но мы не снимали. На меня другой объектив наклон. Так, комментарий есть какой-то, Рустамага? Ну, конечно, я просто показываю молодежи, Так. в какой посуде нужно варить кофе, чтобы кофе сохранил свой вкус. А что, такая не подходит, что ли? Нет, это ну, всем известно, что это не очень дорогая посуда. Да, вот так. Это очень удобно. Да. Вот, видишь как? А если 2 джезве вот таких купить не получится, как у вас? Можно 10 купить. Это как есть же на Средней Афанде, когда ему одну шкуру принесли и попросили 10 шапок из нее. Он маленький сделал мастер. Так и здесь. Просто это дешевое подобие джезве. Мастера не виноваты, у них просят подешевле, они делают, идут навстречу. Ну, а качество мы теряем. А что за кофе варим-то, Рустамага? Кофе мне они дали, не говорят, какой кофе. Они хотят, видать, как-то там между собой сравнить, что это будет. Поэтому я не знаю. Но я абсолютно уверен, что он будет все равно вкуснее. Кофе, приготовленный в джезве крымской формы, вкуснее, чем вот кофе, приготовленный в подобие джезве. Ну, процесс идет, судя по всему. Конечно. Куда будем наливать? Вот сюда. А что, большой, да? Но других нету. У них даже... Это же, то есть от нас культура приготовления кофе уходит в Европу, на Запад. Потом возвращается оттуда к нам. И нам теперь говорят, что кофе вот так надо готовить. Нам говорят, что вот так надо готовить. Нам, крымским татарам, получается. Нам, крымским людям. Не татарам, а крымским. вообще, в принципе. Да. Мы же не можем этого парня тоже отказаться от него. Он же тоже наш.
Понимаешь? Куда мы его денем? Поэтому мы должны, как все крымские люди, объединиться и вспомнить свои корни, истоки. И готовить кофе так, как готовили наши предки, наши родители, родители их родителей. В песке готовили, это вот рудимент, да? В песке готовили, араб в пустыне готовил кофе когда-то в песке. И вот это оттуда пришла тема. Но Что, в Крыму не готовили, что ли? ну где? Нужно было песок где-то найти, чтобы готовить. В Крыму готовили на печке, на углях, хору и чине. Длинные ручки были такие. Вот сиди, играйся. Видишь, это немножко другое, но все равно тоже на песке тоже очень вкусный кофе должен получаться, потому что кофе, самое главное, наша задача сохранить вкус кофе, не испортить его. Вот это главное. Для этого, ну, как бы посуда менялась, совершенствовалась. И сегодня мы вот имеем зафиксировано у нас вот такая пропорция нашего DSB. У турок другое. Сколько, минуты 4 уже готовится, да? Да, я налил холодную воду. Прям Они холодно. очень, да, вот видишь, о, Опа, что-то резко выстрелил. зеванул. Да не, нормально получилось. Ну, красиво. Я увлекся, здесь только камеры на меня Но напали. это, скорее всего, секрет в кофе, Рустам ага, а не в посуде. Как вы думаете? Секрет, кофе должен быть вкусный, качественный, а посуда тоже должна. То есть мы же, хотел сказать про женибу, не буду этот пример приводить, я потом тебе расскажу. Вот смотри, пеночка, у нас есть специальная часть GSB, где образовывается пеночка. Вот пеночку мы чуть-чуть налили, держи вот это. У нас же 2 фиджана, ну у нас, видишь, жесткие условия, фиджанов нету, мы готовим опять же в этих стаканах, блин, странных. Это бесконечный кофе получается, Рустамов. Все время поднимается же. Вот сюда налей. Не, я его поднял, но он не перекипел. Он просто поднялся. Теперь он должен постоять немножко в фарфоровой чашечке. Фарфоровый. А он сейчас превратится. Фарфоровой. Вот. Правильно Да, сказал? уже нормально. Вот эта молодежь вечно смеется. Смотрите, он должен чуть-чуть прийти в себя. Кипяток мы не можем пить, не нужно пить кипяток. Вот с этим я не здесь, согласен. В бумажном стаканчике, он берет вкус бумажного стаканчика. Там Это клей, правда. бумага. И опять меняется вкус кофе. Наша задача его сохранить, уникальный вкус кофе, а не И передать детям. передать, конечно, передать детям. Ну, в стаканчике действительно чувствуется вкус. 7978 703. Даже кислинка сохранилась. Хотя у них под машину обжаренный. Это немножко некорректно вот в нашем случае. Нужно жарить под джезве. В форме, Все равно вкусно в получится. форме джезве нужно жарить кофе. Да, как минимум. Аллах разу olsun, sağ olun. Дайте попробовать. О, правильно. А вы сколько там кофе положили, Рустам ага? Что-то крепкий такой? Только, ну, я ложкой мерил неизвестный кофе, понимаешь? Все равно, чтобы правильно приготовить кофе, нужно сначала сделать, как этот снайпер. Сначала пристрелочный выстрел, поправляет все там эти параметры, учитывает ветер, направление ветра, учитывает температуру, расстояние, и только потом стреляет. Понимаешь? С учетом всего этого, да. Поэтому с кофе тоже так же. Нужно взять сорт какой-то, обжарить, попробовать, внести коррективы и только потом готовить правильно. Считается. Так, что надо говорить? Один вопрос есть, Рустам ага. Давай. Ищем лучшего мастера по медной посуде. Это я. Вы, да? Да. Так, давайте расскажите что-нибудь, вот на что обратить внимание, Я не понял, куда ты вот смотреть? тут записал про это я? Нет. О, повезло. Ну или записал, я не помню уже. Куда смотреть, Рустам ага? Вообще, куда мы сейчас движемся? Что Вот сюда самое надо новое? смотреть. Так, это истоки, да? Это наша культура, это наша часть, это мы. Это от нас невозможно оторвать, потому что если оторвать нашу посуду, язык, религию, одежду и все, мы исчезнем. Вот. Я занимаюсь этой частью нашей культуры. Основа – это наша посуда. И
Если мы внимательно посмотрим на полки, то каждый вот этот вот ну, элемент представлен вот здесь, уже новый, уже, ну, конечно, я его переработал, не делаю точно так же, как 100-200 лет назад, чуть-чуть по-другому, но все равно делаю, стараюсь делать точно так, как было, потому что это очень важно. Это же не просто так это все возникло. Саан это самое сложное, да, я неделю понимаю? занимался, ну, не сложно, но просто когда первый раз что-то делаешь, оно сложно. А потом, когда как бы наработаешь, уже и инструмент правильный подбираешь, тогда уже легко становится. Смотри, он какой шикарный. Это 30 сантиметров, да? Диаметр 30? Да. Не, больше даже. Больше не может быть. Сейчас померим. 35 вы хотите сказать? Чуть-чуть больше. 32, наверное. 32, 33 где-то. Ну, все равно большой. Вы, по-моему, когда-то такие, ну, не могли сделать, да? Не мог, да, не получалось. Ну, как бы, мало того, что мы где учимся? В интернете, в Ютубе. Да. Ты смотришь, как мастер работает. Но когда мастер работает, у него это автоматически получается. Ты когда начинаешь сам делать это, пробовать, естественно, сразу не получается. Знаешь, сколько я меди перепортил, прежде чем у меня получилось? Так а зачем, Рустам Ага? Сейчас же все новое, много материалов. Зачем медной посудой пользоваться? Ну давай меня называй как-нибудь по-другому, не Рустем Ага, а там, Рустам Бей, допустим. ну тоже хорошо. Нет, Если фарфору, допустим, чашку взять, то нормально же будет? да, нормально, но у нас же еще есть наша культура. Да, я шучу, Рустам Ага. Да, Очень нет. красиво. Если у китайцев есть фарфор, Нормально. а нам Мы здесь для этого, чтобы люди оценили. Машалла. Бек-бегендім. Бек-дульбер, машалла. Жіберек пішірсең, сонда Да. свой сан. Са. Бек гүзел, бек-бегендім. Алла сауықлар версін. Халқымыздың Это вот Рустам Ага мастер делает. Машалла. Машалла. Творческих успехов вам айтайын. Да. Андай гүзел Браво. нелері япмақлар. Бек гүзел. Традиционная крымско-татарская вышивка, татары-шлеме, которая не имеет, ну как я ее называю, мисс бесконечность, которая не имеет ни начала, ни конца, ни лицевой изнанки, ни лицевой стороны, ни изнанки, что называется, да? Двусторонняя улыбка. А в чем ее особенность? В том, что когда вы работаете, у вас вот этот вот орнамент с одинаковой точностью производится на изнаночной стороне. Такой фокус. А практически вот как это можно применить? В старину это очень хорошо применяли в практически, когда девушек замуж выдавали. Например? Как минимум 200-250 предметов ее приданого было вышито вот в этой технике. То есть проверяли просто уровень мастерства, получается, девушки, да? Ну, это тоже в том числе, да, в комплексе, как говорится. Ее вкус, ее мастерство. Вот. Ну и потом это в быту все очень широко использовалось. А расскажите немножко вот про эту книгу. Интересно, что здесь собрано и что это за работа такая? Ну, эта книга вот как раз-таки посвящена вот этой технике нашей традиционной татары-шлеме. Тут немножко обработан материал, который мы получили от Полины Яковлевны Чепуриной. Там она нам предоставила 47 схем швов техники татары-шлеме. Ну, за 30 лет моего такого пристального внимания и увлечения этой техникой было собрано еще 40 видов швов, которые не вошли в предыдущий сборник, который был издан в 1938 году. Сравнивая нашу технику татары-шлеме с турк-ище, то есть в чем они схожи и в чем их отличие, потому что очень многие люди, которые визуально встречаются с изделиями готовыми, очень часто говорят, что это одно и то же. Вот вот эту ошибку развенчать нужно было. Татары-шлеме – это татары-шлеме, турк-ище – это турк-ище. Это разные. Салонс. Расскажите, что у вас здесь происходит такое красивое, цветное все? Можете ближе немножко?
У нас самые вкусные восточные сладости. Мы работаем напрямую с Турцией, привозим очень вкусные лукумы с пастами, кадаиф, собираем их в наши фирменные наборы ассорти, чтобы люди могли попробовать всего по чуть-чуть. Что самое вкусное здесь? Все. Ну, допустим, на мой взгляд, кадаиф я очень люблю, и лукумы, те, которые идут с миндалем. Но это мое мнение. Кто-то любит именно фисташку, кто-то любит, допустим, гранатовые. А из наших ценителей сладостей что больше всего пользуется спросом? Лукум. Все же лукум, да. Да. А где можно все это купить, приобрести, найти? Находимся мы в городе Старый Крым. Доставка есть с ДЭКом, почтой по всей России, по всему Крыму. И также в Симферополь иногда сами приезжаем и бесплатно предоставляем клиентам. Делаем очень классные подарки ко дню рождения, к любым праздникам. Саундс. Buyurun kızlar. Рудымахай, селям алейкум. Алейкум селям. Сон, расскажи, что вы здесь такое, что происходит вообще? Тут ярмарка Ахмеджит Базара 2024. Выставляемся, как и на прошлую ярмарку. Представляем компанию Алет. Как видите, несколько брендов: Энхель, Дели, Деволт. Вкратце скажи, что такое? Это инструменты, что это? Инструменты, да, и шалитлера. Инструменты. Все для строительства и ремонта. То есть, если захочешь построить дом, то можно прийти и все. От маленького болтика самореза, заканчивая глобальными. Бетономешалки есть? Бетономешалки тоже. Машалла. Маршал Жукова 4, Кельнес. Да. Ну, ты же и в соцсетях все есть, да? Работаете по соцсетям? Да, по соцсетям. Инстаграм, сайт работает очень хорошо. Сайт. Также занимаемся, основная это оптовая продажа инструментов запасных частей по Крыму. Ну и выставочный зал на Маршала Жукова 4. Прокат тоже есть? Кстати, да. А что-то это серьезная тема? Да, я немножко забыл. Официальные сервис-центры Makita, DeWalt. Также есть прокат инструмента. Также осуществляем продажу запасных частей. Ну, условно говоря, какой-то дорогой инструмент можно взять на неделю, да, поработать и вам вернуть его. Да, за определенную арендную плату, да. Прокат это тоже серьезно. Ну да, чтобы не покупать ее, правильно, да, прокат и все. Есть редкие инструменты, которые, например, редко используются. Тоже они также в ассортименте, в аренде имеются. Buyurunuz, дорогая. Будем рады видеть. Придем, смотри, у нас намечается. Мутлак. Сау. Да. Мы представляем компанию «Восточный букет». У нас свое производство есть. Мы производим пахлаву, халву, рахат лукум, орехи и ягоды в шоколаде. Эта фирма называется «Любимый шоколад». А также в нашем, как говорится, ассортименте представлены товары Турции. Это халва шахин оглу, которая бывает разных вкусов. Ванильная, ваниль с какао, значит, с гранатом, и ваниль с фисташкой. Кроме этого, есть также у нас турецкий товар. Это кофе Мехмет Эфенди и Галата. И представлены наши рахаты лукумы с разной темой Крыма, крымские сладости и эко-десерты. Эко-десерты имеют быть свойства без сахара. Также, кроме этого, на витрине наших полочек вы увидите турецкую пешмане. Это халва в виде сладкой ваты, которая бывает в россыпь, как на нижних полочках, так и в виде конфеточек, которые бывают в шоколаде, в белом шоколаде и фаршированные внутри с сухофруктами, либо бывает начиночка какао. Все виды представлены на витрине. И кроме этого представлены десерты. Это финиковые трюфели и финики с орехами. Есть также производство фирмы Улькер. Это Турция. Орехи, значит, бывают в шоколаде. Конфеты, шоколадочки, печенье, соломочка и так далее. Поэтому, пожалуйста, будьте любезны, проведите дегустацию и знайте, что наше производство является топовым. И о нем можно узнать в любом магазине Крыма и не только. Машалла, целую презентацию выдали. Да, я не готовилась. Это уже так, творческий потенциал. Получается, у вас часть своего производства и часть турецкого. Да, это все так. А где это все можно приобрести? Наши магазины находятся на Кубанской. Кроме этого, на Автомобилистов 2. И в каждом торговом центре магазин называется «Фундук». Можете ознакомиться с нашим производством прямо сейчас, не отходя от кассы, провести дегустацию и знать, что мы всегда с вами и рядом. Первое место заняли в Москве на выставке «Экспо 2024». Мы взяли золотую медаль. Деньги дали? Деньги не дали, медаль дали.
Но для нас это тоже очень важно, потому что мы производители. Да, понимаю. Буквально 2 слова. Скажите, пожалуйста, что вы сегодня здесь делаете? Ну, что мы делаем? Представляем продукцию нашего магазина. Замечательную, красивейшую посуду. Магазин как называется? Магазин наш «Посуда Топ Хоум». 2 магазина, один в Каменке и один на Фонтанах. Приходите. В магазинах ассортимент больше. Вот здесь не все представлено, конечно. Ну, у вас есть активная страничка в Инстаграме, вы там тоже показываете, да? Да, обязательно. Есть страничка. Леля дальше продолжит, если надо что-то сказать. Лель. У вас посуда для дома, правильно? Да. Ну все, я думаю, здесь все понятно. Девочки на приданное у нас собираем девочек. Саунс. Селям алейкум. Да, мы наконец к вам подошли. Расскажите немножко, чем вы занимаетесь, что это такое? Чем я занимаюсь? Я собираю по сусекам историю, где-то выклянчиваю какие-то мелкие элементы декора прошлого. Кто-то что-то с собой увез, но в основном все беру, очень много мне из Турции. Все, кто куда-то уехал, привезли мне кусочками, мы собираем. Где-то мне историки помогают с переводами, чтобы собрать какие-то элементы. А как понять, собираем? Вы берете сюжеты и их воспроизводите? А я их собираю как пазлы кусочками. Допустим, этот натюрморт, здесь 4 элемента. Это с раздольного кисет привез Рустем Ага. Вот этот кисет, вот с сапфиром, да, он мне его привез. Я должна была прям сегодня же его же отдать, как сделала эскиз. С Кемера привезли, с рынка винтажного. И каждой у меня бумажки есть, вот, когда покупаешь, там даются вот такой маленький паспорт. Эти сережки, это кайнанасына брошка. Вот. Кувшин, реально настоящий. Вот так вот все собираешь. То есть вы натурально выставляете композицию, но это не все так делают, я поэтому спрашиваю. Вот эту брошь Низами, его очень многие знают. Вот мы. Низами Ибраимов? Низами Ибраимов. Слышали. Я была на форуме от художников, и мы чисто случайно с ним встретились, и у нас было обсуждение, у меня на феске была вот эта брошь. Оказалось, что элементы, вот все, в общем, ювелир в Крыму, а какой именно район, это еще нужно подумать и это обсуждать. Шкатулка тоже оказалось, что в Крыму сделана была. Я их купила у антикварщика в Симферополе. А техника, которой вы пишете картины? Классическое жанр. Классическое направление я пишу, а техника у меня в основном это Смутинского училища, Питер. То есть, получается, с одной стороны у вас история, да, то есть каждая картина имеет историю, а с другой стороны техника своя. Техника своя и свой метод, который я привила всем детям. Более 529 детей. То есть вы еще обучаете? Обучаю, да, большое количество. Вот сегодня и вчера я узнаю детей, не родителей, и все меня узнают. А где вы учите, где вы находитесь? В Симферополе, в Марьино, студия большая. И одна единственная, которая обучает детей по направлению архитектура, дизайн и старая живопись. Есть репродукции работ, о которых я обязательно везде пишу и говорю, что это такая-то работа. Машаллах, Кулайлсон. Очень интересная работа. Вы тоже интересно занимаетесь. Саунс. Мы сейчас поговорим с мастером, который делает что? У Фатаха что делает? Вот. Не, я знаю, где он. Что он Деревянные изделия делает, наборные. Так. Вот, и накрывает их разным цветом, лаком быть битумным. У Фатаха, салям алейкум. Мы к вам еще раз подошли. Чуть-чуть в двух словах раскройте, что это за чудо вообще здесь происходит? Выставка? Так. А дальше говорить? Конечно, Ну, посуда, деревянная посуда, конфетницы, сахарницы, разделочные доски, столики. Восточная наша тематика. Залиты смолой. Привез, чтобы люди видели, друзья видели. Ну, деревом вы давно занимаетесь, да? Больше 30 лет. А где можно вас найти? Вот ладно, сейчас ярмарка закончится и все потом. Вы? Где вы находитесь? Вот смотрите, вот здесь только номер телефона, адрес улицы где? Позвоните, я вам скажу, вот так, куда да? подъехать. Да. Все понял. Кулайлсон. Сау. 2 слова немножко скажите про ваше легендарное учебное заведение. Ну, наше учебное заведение работает с 2003 года. Нам вот в этом учебном году исполнилось 20 лет. Работаем с детьми разного возраста. На данный момент мы с 2 лет по 11 класс представлены все возраста у нас.
Соответственно, наша школа позиционирует себя как школа с углубленным изучением иностранных языков. Конкретно это английский язык с 3 лет. Вот. Также у нас есть изучение немецкого и турецкого языков. Вот. В нашей школе изучается родной язык. С 1 класса у детей есть возможность изучать крымско-татарский как родной и русский как родной. Вот. В принципе, это такая школа, куда детей приводят утром и забирают вечером в 5-6 часов, ну, в школе в 5, в саду в 6. И родители знают, что они будут накормлены, обучены, и с ними сделают домашнее задание. Под ключ, получается. Да, по системе все включено. Также у нас питание халял, что очень важно для людей, которые соблюдают ислам. И в этом плане. Вина нет, да, получается, в школе? Что? Да, Вина нету, говорю, в школе. Не, вино это одно, а именно мясо, да, и сыры, все это проверяется на качество вот элял. Ну, а вообще сейчас вот как вы оцениваете потенциал школьников вообще? Какой сегодня школьник? Сегодня мы живем в тех реалиях, когда у детей много соблазнов, которые связаны с виртуальным миром. Некоторые дети прям живут в этом виртуальном мире. И вызов для школы показать, что реальный мир — это очень интересно, он развивает реально. Но и не забывать о том, что это все-таки реальность, виртуальный мир, поэтому канализировать это в правильное русло. Потому что у нас есть ребята, которые, например, знают совершенно английский язык, а разговаривают как англичане, американцы. И когда начинаешь узнавать, откуда, он говорит, ну вот мы играем вместе вот после обеда там с американцами, с англичанами, и там общаемся. Вот, такие ребята тоже присутствуют, и это плюсы такого, так скажем, вида деятельности, да, работы за компьютером, но при этом живое общение, ну как живое, в смысле посредством интернет с носителями языка. Вот, поэтому здесь тоже есть плюсы, на это надо обращать внимание. Кроме этого, мы учим наших детей пользоваться искусственным интеллектом, с ними генерируем картинки, видео, аудио. Вот, делаем все, что поможет им в любой профессии, используя компьютерные технологии современные, достичь успеха. Сауыныз? Қалай болсын? Афизе, можно 2 секунды бағышларсыз? Вы пока здесь все не купили, давай немножко зафиксируем. Афизе, расскажи, пожалуйста, чем ты здесь занимаешься? Ну, мен енді 2008 seneden başlap jam üstünde resimler yapam. Енді bayağı 2008 bu kaç yıl ola, bayağı yıl ola. Ve bazıları evet beni başka taraftan böyle gelip şaşalır mı da vay bunu siz yapasınız dem ama gerçekten de ben de birçok yıldan beri jam üstünde bu resimlerini yapam. 3 ay men bu sergiye hazırlık kurdum. Böyle tunivimde deste böyle resimler idi. Men hatta dedim hayda men onlarını koyacağım. Lakin çok şükür bana bugün ende çok resim kalmadı. Buna pek kullanam. Kalk demek ki anlay. Были begine ve bu elbette pek kullandırıcı bir şey. En sevimli resimlerimden mında olgan evet tunivim birdane satıldı. Benim pek kıymetli işim. Ve daha bir sevimli benim işim bu. Men Hüseyin Badaniski hakkında pek çok malumatlar öğreniyordum evvelde. Ve onun bilirsiniz kalemle yapılgan küçük resimlerinden biri namazlık eskizi. Anda santimetrinin proporsiyaları her şeyi var idi. Ve ben bu eskizge esaslanıp, onu geçirdim böyle camğa. Onu bundan evvel ustalar başka tarzda da yapkan ediler. Boyulup yine Elmas Hanım Apazova yapkan edi. Ben onu böyle şekilde camğa geçirdim. Benim için de kıymetli ve şimdi o da satıldı. Onu da... Машалла, Афизе. А как ты считаешь, где должна висеть эта работа? В доме? Bilesiz, onu her yerge mümkün elbet asmağa. Mence elbet aşkhane olmaz ama misal misafir bir odası ya da hatta yatak odasında olmak mümkün. Eğer de bu bilmeyeyim ibadetli insanlar, onlar belki ibadet bir odasında onu asmak mümkünler. Çünkü elbet ben aytkanım gibi bu namazlık bir örneği. Mence her yerde onu asmak mümkün. Ve ben onu istedim böyle renkler hoşmayıp böyle monokhromna yapmağa öyle
istedim ve umut ettim. Maşallah bize. Maşallah bize. Kolay olsun. Çok sağ olun, pek memnun oldum. Sağ olunuz. Мы здесь небольшой сюжет снимаем про это все мероприятие. Чуть два слова расскажите, что у вас здесь происходит такое интересное? У нас мы представляем медицинский центр АЭНК, в котором есть все виды услуг, специалисты, а самое важное, что мы работаем без выходных. И презентуем наш новый УЗИ-аппарат выездной. Он портативный, очень удобно для лежачих больных. И вот сегодня мы делаем бесплатно в целях Садаха и представляем наш УЗИ-аппарат. Если есть необходимость, можем и вам. А где вас можно найти, где вы находитесь? Улица Сельская, это Каменка микрорайон, улица Сельская, 58А, ну, в Инстаграме, Medical Center АЭНК. Все есть, да? То есть современно двигаетесь по соцсетям? Конечно. Машаллах. Без них никак, потому что сегодня это прогрессирует. Самое главное на сегодняшний день это качество, которых, к сожалению, не каждый придерживается. Поэтому, иншаллах, пускай Аллах убережет вас от каких-то болезней и последствий. Если есть какие-то предвестники, мы проконсультируем, наши специалисты проконсультируют и помогут, иншаллах. Саумус, машаллах. Колай олсун. Кызлар, нам этот кофе вкусный нужен. У вас есть? Конечно. А что за марка, интересно? Хаве. Просто Хаве? Да. Вот это красота, конечно. А этот кофе где можно? Попьем вкусный фильтр с вами. Вкусный фильтр? Да. Два слова, которые очень редко сочетаются между собой. Вкусный фильтр. Сальвадор у нас был, да? Сальвадор. Сальваторе? Ну давайте, а можно не фильтр? Ну вот там типа латте, что-нибудь такое, помягче, а то у меня уже удар будет кофейный. Наш бариста делает безумно вкусный капучино. Давайте капучино. Давайте капучино пробовать. А где можно купить этот кофе? В Евпатории, А если мы в Бахчисарае живем? а мы вам отправим любым способом. Все, теперь уже, получается, нельзя не купить, да? Нет, можно. У нас есть дистрибьюторская компания Храм Хавесы. Они по Симферополю, по Бахчисараю, по Ялте, по Севастополю. А на Wildberries есть? Да, тоже есть. Ну все, тут уже, в принципе, ленивый, да, только не купит. Да. Машаллах был, Кызлар. Может, чуть-чуть сюда вот я хочу спросить. Ильдар, мы самого лучшего гончара ищем. Ты не знаешь, кто это? Нет, Не встречал, да, получается? не встречал самого лучшего. Есть переходная форма, обучающийся гончар, вот, который обучает желающих. Сейчас мы будем фотографироваться вот, с молодыми учениками, которые в будущем будут лучшими гончарами. Проходи вот сюда. Мы переходная форма, просто передаем те знания, которыми владеем. И надеемся, что наши ученики будут лучшими и лучше, чем мы. И будут передавать это из поколения в поколение. Аплодисменты ученицы! Ура! Молодец! Фото? Отлично. Все. Сейчас донышко фотографирует. Телевизор Как ярмарка проходит? Ярмарка проходит прекрасно. Прекрасно. Это прекрасно. Ну, нам не хватало таких событий, их мало. Вот сейчас возможность, способ знакомым, друзьям, родственникам пообщаться вместе, да. Встретиться. И вот с кем не встречаемся, те говорят, очень не хватает таких мероприятий, и очень хорошо, что оно проводится. И вот следующее мероприятие здесь, которое будет, здесь представители всяких торговых марок говорят, мы опять будем участвовать, потому что главное не продвижение продукта, а главное вот общение со своим народом. Вот это очень большое дело. Очень довольны. Машаллах. Честно говоря, мы тоже так думаем, реально. И вообще очень хорошо, что все могут собраться, пообщаться, вообще просто увидеться, знаешь, как на свадьбе. У неких хадерлез, которых сейчас меньше становится на мероприятии. Вот сейчас хорошо. Побольше бы таких мероприятий. Да, согласен. Сау. Аллах радуется. Мы за кофе. На самом деле вот здесь сейчас Это мой. так туристы. Это мой, да. Просто туристы облика морали. Мы здесь этот. Я активно отбиваюсь. Кто здесь самый сильный художник по металлу? Кто здесь, как вы думаете, Рустам?
По металлу у нас в Крыму только один. Один. Да, На весь манго. Крым? Манго, да, Манго. на весь Крым. Манго это как фрукт? Манго – это уникальный тропический фрукт, который каким-то чудом попал в Крым. Нам очень повезло. Это Арсен Манго. Арсен? Я у него во дворе из лука стрелял. Это Арсен Абибулаев, очень скромный человек. Но вот эти вот вещи – это его творение. Арсен, расскажи в 2 словах вообще, что это такое? Это собирательный образ восточного воина, может быть, ордынского, может быть, Османской империи. Обобщенный, то есть никакой конкретики, но в целом он представляет из себя воина-тюрка. Вот. Можно использовать как декоративную скульптуру для украшения интерьера, можно использовать как пресс-папье, они довольно тяжелые. Каждая работа авторская, индивидуальная. Определенная особенность ее – это взаимодействие с оружием. Можно взять, дать воину в руки лук, стрелу, кинжал, достать из ножен меч. То есть, можно, то есть надоело, чтобы он был вооруженный, сделать его мирным там, во время перемирия, скажем, какого-то. Вот. А вот про джами расскажи, это тоже, да, интересная работа? Это джами сделано с фотографии мечети, по-моему, Салачихе была. Да, это Бахчисарайская. Это Тахталы джами? Нет, это не Тахталы, это именно вот Салачиха Мали. Да. Дальше, да, там? Да, Тахталы другую я делал. Декоративный фонарь, светильник, также является интерьерным украшением. Есть возможность сделать с доп-функцией, это встраиваемый электронный Коран. То есть, такие декоративные вещи И делают. вот эти идеи откуда берешь? Расскажи, пожалуйста. Сделать что-то такое, у меня идеи давно в голове роились. Я когда-то планировал где-то делать из керамики целую серию крымско-татарских домов. Но пластику я нашел именно в работе с железом. И двигаюсь в этом направлении. Да, интересная работа. Самое главное, что нужно продолжать это делать и не останавливаться. Я стараюсь, я делаю серию мечетей Крыма, и пока там еще... Это на продажу или выставочный? Это выставочный образец, но он купленный уже, то есть я попросил... Уже несколько раз продал, да, его? Пытался, но пока не получилось, пока держусь на честном слове. 2 слова скажи про графику, что это за работа? Графика у меня основное направление, это тоже крымско-татарские архитектурные сооружения, дома, серия Эвлер. Это не только, конечно, я в этой серии работаю, но в основном это графика в классическом стиле, тушь на бумаге. Тушь на бумаге? Да. А вот у тебя там была серия, где вместо головы был дом. Моя особенность. Она узнаваемая. Узнаваемая, да, это как подчеркивает меня как художника. Мои идеи, которые вынашиваю в своей голове, воплотились в этот дом в голове. Родился такой образ. И что характерно, можно его, то есть, допустим, под разные регионы Крыма создавать и туловище под одежду того региона и голову, архитектурную форму того же региона. Допустим, южнобережные, степные там, или бахчисарайские, там, белогорские. Интересно было бы сделать серию, какую-то выставку, там, типы Крыма, скажем так, да? Я думаю, тебе эта мысль приходила в голову? Приходила, да, но нужно просто очень много проработать в этом плане, и, к сожалению, пока не успеваю по времени, много работы. Но планирую в дальнейшем сделать такую, хочется даже сделать серию вот этих домоголовых, то есть по разным таким видам и типажа домов, регионов. Также там туда же можно еще элементы орнаментов, одежды. Просто пласт большой для обработки. Там это все надо получить информацию, обработать, осознать и через себя пропустить и выдать какой-то красивый эстетический результат. Машалла, Кулай Олсун. Всю выставку еще, думаю, Ренар, ты где вообще? Я вот как вчера раз. был. Вчера был, вчера тоже были? Я знаю. Почему не выставляешься? А что выставлю? Какой-нибудь. Да не, прекращай. Какую-то входную группу. Выставлять пока нечего. Хожу сырье. Что заметил? Побираюсь. Что интересно? Мы сейчас к сыровикам? Ходил к сыровикам? Да. Круто, согласись? Интересно то, что больше ручной работы стало. Мне это очень нравится. И вкусно же? И вкусно, и полезно. И я хищно смотрю, чтобы Бахчисарай подтянуть.
Ашлах-базар строится. У меня Там сегодня вся, про него там вся. спрашивали. Сегодня и вчера, кстати, про Сейчас Ашлах базар Бахчисарай спрашивали. поедет. Машалла. Там Да. вчера работа идет какая-то? Идет. Круто. Идет. Не Буквально останавливая. вчера иду на студию, и человек меня на улице встречает, говорит, это для Вер, там, говорит, Ашлах базар, что там стройка идет? Я говорю, Идет. ну, вроде бы Идет. Таршалов что-то До делает. крыши дошли, сейчас сейсмопоезд будем Машалла. заливать. И дальше крыша. А когда в следующий раз будешь? Сегодня мы не успеем просто. Я через день бываю, Делик. Все круто, тогда мы тебя будем там выискивать. Вообще, что запомнилось больше всего? Скажи на выставке. Чего Здесь? так прям, да, прям в глаза бросилось? Много народа. Это очень хорошо. Да, вчера Первое. Второе, опять же, много ручного труда появилось. Это очень хорошо. Ну и весна. Круто. Сау, Куршерик. Скажи, пожалуйста, вот чуть-чуть вот про эту идею барельеф оформить в рамки, в работу, вот такие короткие. Это какая задача у тебя? Так, сейчас еще раз на русский язык. А ну-ка. Смотри, ну я знаю, что ты занимаешься барельефом, да? Но вот в таком виде, в маленьком, лаконичном, что можно Именно просто... камерные, да, такие Да, работы? камерные, вот я это слово неправильно сказал. В первую очередь, ну это не совсем камерная, камерная это в половинку, наверное, размер. Ну, будем считать, что для барельефа это будет камерно. С нашими Да, размерами да. это Да. камерно. Вот. Ну, сделать доступно для людей, потому что это такой, как таковой техники, прям вот именно в отдельном русле еще, наверное, ну, не было. Оно есть как вид искусства, да, барельефы, там, горельефы и так далее, там, египтяне, греки, но именно вот чтобы это было доступно, что ты взял и повесил у себя дома, я думаю, это вот, ну, наверное, мы даем возможность. А что ты вот этими сюжетами, ты что хочешь сказать? Это наш Крым. Я так как частично периодически живу в Бахчисарае, то есть мастерская находится там. И это Бахчисарай меня всегда притягивал. Всегда. Даже до того, как я там поселился, наверное, мое жительство, на русский язык, В субханаллах. лучшем месте Бахчисарая тебя притянуло, 7-й микрорайон. Да, наверное, это следствие того, что я там купил участок и обосновался. Вот, ну, хочется показать ту красоту, былую красоту. Не то, что сейчас мы видим там полуразрушенный, потому что часть людей не понимает абсолютно то, что мы теряем. Вот, и показать людям, что у нас было, то есть красоты, архитектуру. И все это должно быть, ну, в каких-то ровных линиях, не в том плачевном состоянии, которое есть. Ну, вот такое вот камерное исполнение, ну, скажем так, да, компактное исполнение, оно же делает более доступным барельеф. Да, в основе задача, чтобы это было доступно. Доступно и плюс развить, наверное, как вид искусства его отдельно какой-то. То есть сейчас получается, что есть последователи, те, которым интересно это, двигается, более такой прикладной декоративный формат. Это я бы не относил это там к скульптуре, потому что у скульптуры есть свои задачи, ну какие-то не задачи, а принципы именно сложности, понимания вот этого уплощения и так далее. Здесь не стоят такие задачи, здесь больше, ну, декоративно, то есть насколько ты его чувствуешь, насколько ты его выдаешь. И вот люди, которые там следуют, они в принципе нормально это впитывают. И почему так? Я заканчивал керамику, то есть керамика под собой, художественная керамика, то есть она под собой требует базу какую-то, то есть печи, там сложности определенные. У меня не было этого после завершения университета, я там скитался много, не было своей мастерской угла, а творить хотел, что-то делать. И то есть вот эта вот керамика, она в итоге, наверное, вылилась вот в такой сухой формат. Да, у меня воспитание база керамической. Сейчас вот перевести вот этот материал, потому что гипс как материал, ну, не самая серьезная штука, это больше промежуточный материал, то есть это либо модель, ну, либо это форма какая-то, то есть там черновая форма, чистовая форма, то есть это материал больше технический, чем вот, ну, чем как материал натуральный какой-то, естественный, да, конечный результат. А керамика это все же уже такая штука, ну, на века там, ближе к камню, скажем так. Ну, если хранить все на века, в принципе, это тоже долго простоит, если нормально к нему относиться. Ну да, ну у керамики есть еще технология, то есть она позволяет, там соли, глазури дают эффекты. Не все, вот, например, этот барельеф, да, он тонирован. Мы работаем в формате там акрила, каких-то покрытий, но все равно скудно, немножечко сам материал скудно, он ограничен. Ну, это понятно. А у керамики есть еще случайности, которые не контролируемы. То есть вообще процессы в печи, они контролируются, ну, буквально поверхностно. Ты можешь контролировать температуру и примерно понимать, что тебе сказали, что вот это обожгешь будет синий, а оттуда выходит не синий. И вот эти случайности чаще всего они бывают, дают какие-то новые направления. Вот это интересно. И вот в этом хочется развиваться дальше.
То есть усовершенствовать. Сау, Хулайлсон. Сам, Че, мы в мастерскую придем? Ничего, увидимся. Даже пешком придем? Нам рядом. Я, кстати, иногда хожу. Салям алейкум, Балар. Немножко про сыр расскажите нам. Не смогли не вернуться к вам. Сыр домашний. Все с натурального молока. Сами все делаете? Всё сами делаем. Ну, есть помощник уже, потому что не справляюсь сам совсем. Так, все натуральное. Из цельного молока коровьего. Цельное молоко, это вы закупаете молоко и делаете из него? Да, у меня есть ферма, тоже Базумбалар. Я у них закупаю молоко и с него чисто перерабатываю. А вот эти технологии, это откуда вы технологии берете? Технологии у меня есть один дядька, это тесть получается. Да. Короче, он покупал рецепт. Рецепт именно сулугуни он покупал у грузин. Грузин ему раз. И получается, уже после этого он меня научил. И из вот этого всего, что ты рекомендуешь вот попробовать? Все равно лучше всего это сулугуни, да? Ну сейчас это уже я как самоучка начал делать качетку. Ну, сулугуни бомба, на самом деле, я пробовал, реально. Пробовали? А вчера же пробовал? Да, белый копченый. Ну, вам еще попробуйте его перемешать с этим, с реальным помидором. Вот это не попробовали, сейчас будем пробовать. И с медом тоже отдельно, обязательно. Но вчера меда не было, я помню, ты сказал, мед будет. Да, я принес. По качету попробуйте. Вот он. А сулугуни купить можно сейчас, да? Да, конечно, конечно. Сейчас будем делать, значит. Есть вакуумные упаковки у нас, если вам на дальнюю дорогу везти, как бы удобно, да? Нам бы до дома довести. До дома можно и так. А так цех, там все делаете, да, вы работаете? Ну, дома сделали маленькую сыроварню, как бы делаем на дому. Ну, в планах есть расширяться, делать большую сыроварню большую и косметоса магазин. Машаллах, Хулайлсон. Устроим мерку. Это вы себе берете? Я сыну беру. Машаллах. Большие размеры есть, как вы думаете? Да, есть. 3XL дороже, на вас будет дороже. Ну, сказать честно, 3XL это небольшой размер. Да? Да, ну, наверное. Это говорят большие люди. Так, салям алейкум. Салям алейкум. Хай, расскажи, что здесь происходит вообще? Мы создаем и продвигаем первый крымский мерч. Так. И, иншаллах. Возьми, сейчас продолжим. А то ты увидел и все. Вот так. Вы официально прокачаны. Вообще, честно говоря, очень хвалят качество. Я знаю. Я видела на показе моды, крымско-татарской моды. И мне очень понравилось. Вот мне очень понравилось. Я Обратите внимание, кто здесь изображен. Характерные усы. Это наман? Это не наман. А кто это? Это карбабашка моего друга. Это Нуман? Нет, Серьезно? нет. Я оригинал фотографии как-нибудь покажу. Да. Слушай, ну Есть старинная фотография, и друг показывал своего карбабашку, и мы с дизайнером, когда его увидели, мы поняли, что его нужно как-то проработать, интерпретировать. Мы сначала думали внедрить в принт, в дизайн, а потом понравилось внедрить в логотип под коллекцию КРМ. А вообще, вот то, что у тебя нарисовано, изображено, это ты, что ты хочешь сказать вообще этим? Я хочу, чтобы была современная повседневная одежда, в которой есть наш колорит, какой-то элемент. Ты ходишь, оно греет тебе душу. Либо когда ты путешествуешь, тебе есть что показать. Я очень много путешествую, и в основном через такой запрос, который у самого был, наверное, первые идеи пошли. Мы с друзьями большой компании путешествовали в Грузии и увидели, в Грузии есть грузинский бренд. Наверное, первые идеи впитали оттуда. И потом я анализировал эту нишу. Есть в Грузии, в Казахстане, в Узбекистане и на Кавказе народный бренд. И я понимал, что в Крыму нет, но нужно создавать. И благодаря Асехану был Лока, то, что у него... Лока, да. Урба, фэшн.
Я хотел заморочиться, делать показ, то все, а тут совпали все звезды. Меня друг познакомил с Асеяхану. А Асеяхану говорит, мы создаем показ. Я говорю, прекрасно, я присоединяюсь. Вот. И вот так все звезды сошлись. Какой самый большой размер футболок? Самый большой, если с оверсайза на обыкновенный размер переводить, это будет 4XL. 4XL, ну, хоть... Еще двух не хватает, да? Теперь понятно, куда нужно стремиться, понимаешь? Чтобы быть в тренде. Дальше больше. Это не мне, у меня дальше меньше. А где можно вот это все найти, приобрести? Наш основной магазин находится в Бахчисарае. Какое здание интересное? Владелец здания Мусага. Взрослый мужчина с отменным вкусом. Я ему безмерно благодарен. Верим, верим. Бахчисарай, Фрунзе 34Б. Каждый день с 9 до 7 вечера ждем в магазине Дев. Без выходных, да, понимаю? Без выходных. Вот человек, который без выходных работает. Ну, у тебя, судя по улыбке, ты пропускаешь, да? Конечно. Колай Олсон. Так, ну-ка расскажите, что у вас здесь происходит. Давайте, вы уже все, вот вы уже в кадре. Вас уже вчера все увидели. Где? А мы работаем, мы уже все выложили, уже все в интернетах. У нас уже с подушечкой. Hoşsefa Келинес на Гранд Базар. Гранд Базар, это понятно. А здесь что происходит? Вы с чем работаете? Вы работаете с шерстью, да, я понимаю? Да, это натуралочка из овчины. Производим вот такие султанки. Найдите своего султана. От размера от маленького до 45-го. Люди не разбегутся, если вот такие вот найти? Для султанки? Нет. Вы наш султан не хотите померить? Под вашу это. Это какой размер? Не, сейчас не надо, сейчас не надо. Да не надо. Боюсь, что потом не смогу снять, понимаете? Так, у вас здесь тапочки, это... Это натуральная ручная работа. 25 дней вымачивается эта кожа. Ну и наш мастер крымский это производит. Это же чарехи, да, получается? Да, чарехи. Честно скажите, сколько стоит? 4000? Да. Так это же бесплатно. Ну, мы пока представляем по оптовой цене, чтобы мы смогли раскрутиться. Ну, их прям можно носить, они Это прям носки. Да, они носки. Такие сумочки. Сумки тоже делаете? Я же говорю, мастер один и тот же, который у нас по заказу. Мы закупаем овчину, ну, шкуру, кожу, и он вырабатывает в нашем цеху. Я вас жду. Мы придем. Не, ну, а вы нас сегодня ждали в цеху? Да, я сегодня Мы так быстро не реагируем. Нет, я сегодня здесь нахожусь, а вас жду в любое время. Все, мы будем. Hoşsefa Келинес. Все. У нас ваша визитка есть, так что мы будем. Саунс, мы пошли дальше. Так, ну что, пришло время выбрать платье. Салям алейкум. Мужские платья есть у вас? Салям алейкум. Не научить даже. Хотелось бы, чтобы... Ну уж говорите как есть, научить. Давайте. Да, вот это, наверное, больная Рубите тема. правду. Да. Чтобы девочки были девочками, да. Женщины. Ну, очень, да, женственное платье. Купил? Да. Это же не пиджак, да? Это не пиджак. Интересно. Это поло называется. Поло. Звучит свежо. Она вот свеженькая еще, видишь? Сейчас прям мне приготовят ребята, я одеваю сразу. Прям сейчас оденешь? Конечно, сейчас выйдет. Для чего они стараются? Круто. Честно говоря, мы вчера тоже так же сделали. Ну, не конкретно я, а дочка купила платье и переоделась. Я же ее не узнал. Да. Ну, хорошего качества, на самом деле. Ну, так, по ощущениям, в общем-то, неплохо. Ну, в основном пиджаки, да? Тактильно. Нет, почему? Здесь вот все представлено. Поло, рубашки. Но это не мое. Это я клиент просто. Только хотел сказать, слушай, это я, честно говоря, не знал, что ты владелец. У нас тут аксессуары, сейчас будем про это разговаривать.
За мной. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. Можно к вам, да? Расскажите, пожалуйста, что за красота это вообще вокруг нас? У нас украшения ручной работы. Вот, начиная от фесов, заканчивая самыми обычными колечками. У нас сегодня представлен первый в мире напечатанный 3D-фес. Мы видели в интернете. В интернете видели, а вживую? Чья идея, честно? Мужа. Честно, мужа. Вот, он меня уже год пилил, чтобы я ее создала. Лучше бы фес купил, чем вас. Ну, как сказать. Если бы муж меня с этой феской не пилил, я бы вообще ничего не делала. Интересно, что здесь есть? Этническое что-то, что вас вдохновляет? Две этнические коллекции. Это там. Давайте пройдем одна туда. дерево, а другая полностью сталь. Это то, что было создано это самое последнее. Подобную коллекцию мы выпустили где-то месяца 2 назад перед ифтарами общественными. Вот, они у нас полностью на национальных, на этнических орнаментах основаны, то есть я их отрисовываю, бакланс, нам вырезают родители друзей, здесь мы просто уже обратились к специалистам по резке. Так, это что касается конкретно этники, Да. остальное все вручную делается, то есть загибается, Ну, это глина. делаете вы, да, я так понимаю? Да. Вот этими руками получается. Вот этими, без маникюра, пожизненно. Поэтому да, мы только год этим занимаемся. Кстати говоря, с момента презентации первой фески завтра будет ровно год. Всего год? А до этого чем занимались? Вообще я педагог по образованию. Была в декрете. Вы послушали совет президента и ушли в бизнес? Как сказать, я послушала свое сердце и наконец-то ушла в творчество. Вот. Как-то так. Покажите, чем больше всего гордитесь. Какая работа? Чем я больше всего горжусь. Ну, кроме на 3D принтере. А это муж должен гордиться. Он все-таки тебе так. Мне прям интересно теперь. Ну, что-нибудь такое, что вот... Что-нибудь такое. Вообще, скорее всего, что-то из такого. Потому что очень хотелось осовременить наши национальные вот такие от истоков какие-то орнаменты, чтобы вот мы прям в повседневной жизни могли вот их носить, ярко выражая то, что это что-то вот у вас идентичное. У меня тоже из предыдущей коллекции украшения с тем же, в принципе, орнаментом. Ну, носить нормально, да? Абсолютно. Они легкие, они удобные. Девочки уже половина сегодня ходит в них. Наша главная, в принципе, задача и цель как бренда — это проявление собственной религиозной и национальной идентичности через аксессуары. То есть, если мы не каждый день можем носить национальное платье, мы каждый день к обычным джинсам можем подобрать что-то с этническим мотивом. И вот мы помогаем, хотим помочь, предоставить девочкам такой выбор, чтобы они могли каждый день как-то идентифицировать себя как крымские татарки. А мужские серьги есть? Мужской фес был, его забрали. Мужской фес? Мужской фес. Арсен Бекиров вчера презентовал свою новую Ох уж Арсен Бекиров. Да, в первом мужском фесе от нашего бренда. Круто. Это хороший сигнал, значит, надо больше делать. Надо, надо. Уже были запросы, но Арсен Ага, как всегда, один из первых. Мы сейчас примерим первый в мире фес, который сделал на 3D принтере. Он тоже легкий, да, судя по всему? Я вам дам потрогать. Он крепится на обычную невидимку. Также, допустим, фес из эко-кожи мы крепим, он толстый. То же самое с этим. Он легкий, он прозрачный, ну и, естественно, он И очень дорогой. необычный. Нет, не очень дорогой. Относительно остальных фесов он, в принципе, по той же стоимости. Ну что, машалла, круто. Продолжайте работу. Колоэлсон. Я уже устал. Неужели нельзя было шашлычок-машлычок какой-то? А пахнет шашлыком? Пахнет, из-за этого вот это Кто-то, значит, мучаюсь. ест? Какой-то добрый человек Вы ест их в это время мясо, когда мы голодные. Вы и в цеху работаете, и здесь работаете, Рустам Ага. Вы Да. себя не жалеете? Приходит, а кто кроме нас доверит? И сейчас в этот момент должна палиться слеза. С турецкого сериала какую-нибудь музыку поставить. Так, мы сейчас вот еще с кожей не поговорили про Аскер кожу. это аскеры, да. классные Нормально? пацаны. Рекомендуете? Да, конечно, они очень любят Давай. свое дело. И они, когда их спрашиваешь, он с удовольствием рассказывает. Еще вот жалко нету этого исляма, который с кожей работает. Это конкурент, не говорите. У хороших, у нормальных людей, нормальных мастеров нет конкурентов. Это вы так думаете, потому что вы на вершине. Это не для микрофона. Если вы внизу, вам эта идея не очень нравится. Не, я всегда так говорю. Да, конечно, каждый когда по-своему же. Конечно. И это ничего не записывается? Пишем.
Это важная мысль сейчас будет, давайте. Я просто знаю, к чему вы идете. Про конкуренцию. Да. Это, ну, не знаю, многие со мной могут быть не согласны, это их Это не право. важно. Ваше Но мнение. конкуренция слова, я считаю, что это бездельники. Вот как щитом прикрылись вот этим словом конкуренция, и это им позволяет чувствовать себя хорошо, при том, что он ни хрена не делает. Понимаете? Ничего не делает. Ничего не делает. Работать нужно. Какая конкуренция? Если человек работает, наоборот, рядом стоящий. Ведь заходишь на рынок, картошка в одном месте, овощи в одном месте, одежда в другом месте. Много картошки. Много разной картошки. И только конкуренция или вот это вот много, когда мастеров, и вот там рождается только хорошее качество. А если не будет конкуренции, если будет один мастер, он в конце концов будет плохие вещи делать, качество понизится. То есть отсутствие конкуренции – это прямой путь к развалу живого организма. Полностью поддерживаю. Сейчас пойдем кожу, там такой ажиотаж, сейчас мы пробиваться будем. Рюкзак кожаный можно у вас заказать или саквояж? Конечно. Саквояж нет, вот рюкзак точно. А этот рюкзак... Нет, саквояж это в переводе с французского сумка для путешествий. Да, На вот такой вот секундочку. можно, у нас есть О, модель, у вас есть красивый как рисунок. называется? Пижон. Пижон? Да. Потрогайте. Реально? Смотрите, как красиво. Слушай, я думал... Название плохое, Балар, переработайте. Смотрите, как вам будет идти, Рустам ага. Надо более рыжая кожа. Есть более рыжая кожа? Вот, вы можете продемонстрировать. Рустам ага, вас не узнать. Братан. А чего вы прятали ее 2 дня? Продается, да, вот эта штука? Да, да. А то... Осанка даже... Давай я отгадаю, сколько стоит. Давайте. 12 585 рублей. 35 Прям четко. 85 рублей стандартно для нас уже скидка. 12 тысяч 85 рублей? Да. Давайте 12, ладно. Отлично, договорились. Понял? Не, честно, было сколько стоит? 12. 500. Ну, вообще, можно за 15, но можно за 12. Рустам ага, это же бесплатно вообще. Натуральная кожа. Хорошая сумка, на самом деле. Отработанная модель. Внутри Давай, имеет расскажите, чем вы занимаетесь? несколько отделений. Мы мастерская кожаных изделий. Аскер. Да, Аскер. Мы занимаемся производством... Деньги? Опа-на! Это мы не стали выкладывать, это сырая модель, недоработанная. Из-за этого мы Вот, в нашем есть распоряжение, то есть мы производим как мужские, так и женские сумки, кошельки, визитницы, карт-холдеры и так далее. Ручная работа? Да, ручная работа. Мы работаем с 2013 года. Так, это сейчас посчитать нужно было, да? 11 лет получается? Плюс-минус, да, 11 лет. Вот Ты сказал поздно, я чуть-чуть поправлю. Наверное, все-таки будет сегодня Ну, а если одели, уже покупать пришел надо. один из... Сейчас работаю, в конце рабочего дня. Положите, пожалуйста, в сторону. Сегодня пришел Серьезно? один из Да, первых что? клиентов, все мы услышали, все, там записано было. Пришел один из наших клиентов, показал сумку, этой сумке более 10 лет. Вы ее по гарантии поменяли? Да, мы такую уже не делаем модели, но мы забрали у него и сделаем один в один точно такую же сумку, только уже. Это что, получается, 11 лет уже этой сумки? Да. Он говорит, у меня новая лежит кожаная, я ее не ношу, именно с такой хожу. Она мне очень нравится, до дыр, просто до дыр стер ее. Интересно. Потом ребята еще тоже оставляли кошельки, которым 7 лет, которым 4 года. Но очень А приятно. где можно найти вас вообще, купить? Где можно? В Телеграме, через Телеграм, через ВК, через Авито, через Инстаграм, без проблем. Можно заказать. Именно сейчас у нас в разработке идет шоурум, мы хотим сделать, чтобы люди могли приехать, полностью ознакомиться со всем ассортиментом. На данный момент только в онлайн-режиме заказать, предзаказ, что-то индивидуальное, определенный какой-то цвет, определенные перламутровые пуговицы тоже можно заказать, не проблема. Гравировки также можно сделать. Вот здесь вот то, что не успеваем. Сейчас девушка сделала заказ, 2 кожаные обложки, и как бы в течение 15-20 минут можем сделать. Машала. Вчера. Ты 700 сказал? Да. Полайолсон. Машала. Так, здесь, по-моему, что-то очень красивое.
Погнали, Ти! Смотри, куда пошел? Ага. Салям алейкум. Может быть, меня? Салям алейкум. Салям алейкум. Что это у вас такое здесь красивое происходит? Это украшение ручной работы. Из натуральных камней, жемчуга. Вы сами делаете? Я делаю. Артсипед. Еще я шью сумки. Ну, у меня, к сожалению, раскупили, мне нечего показать, К только сожалению, одна, все купили, да? одна осталась. Знакомая проблема, да. Эта сумка вот такая, да? Можно разные модели, но Мужские из делаете? такого материала. Если вам подходит такой материал, это хлопковый шнур Ну, натуральный. мне подходит, но я не знаю, что люди скажут. А Так это что что? можно Вот, любую это модель. что здесь камень, что у вас основа здесь? У меня разные модели есть. Вообще начинала с того, что делать этно в этническом стиле чокеры, то есть использование монеток, такое. Но также у меня представлены очень трендовые чокеры, современные, вот, из натуральных камней, где используется жемчуг натуральный, речной, и различные натуральные камни. Здесь, например, нефрит. Здесь А это на какое событие вообще? Куда вот вы перламутр. готовите человека? В жизнь. То есть Не, ну это повседневная одежда, ежедневно, да? да, конечно. И на вечер тоже можно. Вечерний на платье, выход вечерний, пожалуйста. Так, а как вас найти, если что вдруг? Страничка в Инстаграм у меня есть, вот ссылка. Угу. Осними, пожалуйста. Также некоторые товары представлены в магазине Лука. Ну, про магазин Лока мы сейчас еще спросим у Асии Ханум. Пока у меня онлайн. Машалла, очень интересно. Вообще ручной труд очень уважаем. Я тоже Мы всё, поклонники ручного труда. что я сама хожу, скупаю все, что везде, где задействован ручной труд, очень люблю. Клаус. У нас происходят джинсовки в национальном стиле. Посмотрите, какие. Что должна вообще говорить? Это наше производство. Здесь национальный орнамент, торниклер, которые несут тоже определенный смысл. Есть у нас еще и футболки Так. своего производства. Та-дам! Экиго 0 боролся! Вот такая футболочка. Звучит как пожелание на свадьбу. Да, мы стремимся к этому. Допустим, у нас есть футболки Харамлы с локацией Крыма. И есть у нас, пройдем сюда, есть еще у нас такие Ага. перед фонтаном подойди, где фонтан. Нарасу-Базар, Бахчисарай с годом основания, Кезлев, Сен-Сеневым. В общем, Мы на вас подписаны. Мы на вас подписаны, следим, все это дело видим. Сагумс. А вообще какие планы? Куда движетесь? В плане, если говорим о... Ну, вот это у вас новинка, вот с орнаментом, с орнаментом это новинка. Да, и, честно говоря, разобрали вчера. Все, у нас осталось очень мало изделий. Ну, честно говоря, как бы это же хорошо, да? Это отлично, конечно. Начала. Движемся А дальше, изготовлять новые изделия и, конечно, не забывать про национальный колорит и нести некий социальный комментарий через одежду. А где можно вот прийти и посмотреть? Я так понимаю, что у вас есть магазин, да? Да. В Симферополе есть в торговом центре Лоцман на первом этаже и в Евпатории тоже в торговом центре, в центре города. И там, в принципе, все тут представлено, Да, все представлено. А ручная работа вашей сестры, сумки? Также тоже она представлена у нас в магазине. Саун склеился. Сагул у нас такой экспромт. Я уже белую футболочку. Селям алейкум. Вчера не получилось попасть на ваше выступление. Честно говоря, я даже не знал, что вечером будет что-то. Скажи, вот что ты чувствуешь? Такой вот классный трек сделал. Вот она с первого раза сказала, ну я про Дэв говорю, про вот ваше совместное. Это очень классная, крутая работа. Что чувствуешь? Я сама фанатею с этой песни, потому что, классный. То есть мы оба чувствуем, наверное, одно и то же, потому что
как слушатель, так и нас он очень заряжает, заводит. И даже несмотря на сцене мы или дома мы репетируем, либо мы на студии это поем, мы на том же движе, что и вы, когда вы слушаете. Наверное, поэтому у всех нас вот получилось этим треком зажечь. А это первый совместный трек или что-то было? Да, за 6 лет совместной жизни. Я сидел, думаю, я вроде как чуть знаю творчество, думаю, ну, по-моему, ничего не было. Думаю, как вы так долго к этому не пришли? Это же очевидно. Наверное, вот для этого и не пришли, чтобы все-таки вот такой результат был. Ну, я думаю, в все свое время сложилось происходит. так, что вот сегодня и вот так. Ну, наверное, такое объяснение. Да. Ну и то, что так, я не знаю, разошелся, наверное, трек. Но Наверное, если бы он плохой был бы, он бы не разошелся, ты же понимаешь. ну да, наверное, да. Ну, была бы поддержка, но не такая, 100%. Но то, что прям так разойдется, не знаю, может быть, не до конца понимал, может, это, когда мы выпускали, что оно вот так пойдет. Мы просто это сделали от души. Вот у Да. нас реально был подъем, вот когда говорят на вот этом эмоциональном подъеме, на волне это делается, любая работа, оно и получается, что и мы на волне, и слушатель на волне, и зрители, все это Причем, да. получается вот так. Причем за, от души. за довольно короткое время. Да. То есть там в течение 3 недель, Максимально с короткий нуля срок. до финала. Обычно мы по-другому делаем. Ну, когда есть жесткие рамки, нормально работается, да? Отлично, отлично. Все-таки нужно работать именно Ну, мы себе сами, в сами графике. сроки поставили, что вот надо в такой срок. Ну, вообще же планы еще есть, да, что-нибудь совместно сделать? Вы же... Метался, да, да. Как раз таки этот трек нас и зарядил на то, Да, это, чтобы мы наверное, еще такой что-то делали. И пинок, дальше пинок, пробовали. наверное, был творческий Волшебный. пинок, да. Сами себе. Творческий. Не, круто, машалла. Так что... Лаэлсум, сегодня выступаете? Нет, мы сегодня отдыхаем с Да, семьей. я смотрю, у вас лица счастливые. Ладно, все, давайте. Это у нас здесь Рифат Ага Куртвелиев. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. Салон Рифат Ага, как дела у вас? Все нормально? Толпу создаем. Машалла, столько у вас работ. Вы это много времени, да, Но тратите? я не продаю. Вот вы не продаете? Жалко продавать. Да ладно. Расскажите вот про синий, который сзади вас, вот этот большой. За них уже все знают, наверное, это цена своего, как пользуются, как стол. А так, например, в данное время, как декор можно использовать, повесить. Раньше наши хартлары пользовались этим. Комнаты были маленькие, полезную площадь как-то использовали. Вешали, он как декор использовался. А когда приходили гости, снимали, к нему есть хасна. Тоже он разбирается, ставится к стенке. И пользовались все. Алхамдулилля. Молодым девушкам родители заказывали это. И что удивительно, я уже слышал здесь, раньше в Узбекистане, оказывается, я не видел, но с ним, у кого они были, говорят, это все сладости, вот близкие, родные, готовили все подарки, приходили со сна и с подарками, понимаешь? То есть, получается, Ну, сразу и дарили его, да, сразу? Подарок дарили в сна. Ну, сына уносили, это было семейная какая-то, это не имеет. А здесь я насколько слышал такое, да, что в сына, когда келин қыз evден шыққанда, büyük ағасы, onun üstüne bu kahve olsun, tatlı şeyler olsun, eğer bu şeylerini hazırlayıp, қардашының артынан çıkarıydı. И там оставлял это, и они пользовались это, и у них уже был свой собственный стол, сабақ тұрып, Гозайдың хавеле, татлылар, епсы, вот такое вот, слышь, вот история такая. И мы должны это тоже брать в это себе на вооружение и это применять. Ну, хотя сегодня вот недоступно, можно сказать, как получать кара. Ну, иншаллах, будет в дальнейшем дешевле. Аллах пускай увеличит наш риск, чтобы мы все позволяли себе покупать это все. А вот про этот гугум расскажите немножко, тоже ручная работа, да, ваша? Это тоже ручная работа, она, там есть такая функция, она не лудится. Что вот это неме по сравнению с джезбилерни, она лудится. Она не лудится, это можно, например, у Мамутага, он подробнее это расскажет, что там он это убирает это, тяжелые металлы, какие-то компоненты в воде дает, да, полезные компоненты. Или в интернете почитать. Но его нагревать нельзя. Зачем? Он это холодная вода, он для того, чтобы принести воду, это с чешме было, или сохранить дома. Вот для этого он это пользовался.
Машаллах, Рифатага, вообще много у вас разнообразных джезве, просто глаза разбегаются. Мы заходим, даем это фантазию, это волю, и она поглощает нас, короче. Вот про эту ручку немножко расскажите, это тоже интересно. Это ручка деревянная, да, это шелковица. Дут тебе, Стамбул дуты говорят, вот это с него сделано. Тоже вот сейчас это, например, заводские они делают. Мне хотелось показать, например, его, это, дать ему живую такую-то жилку, да, и вот, например, оживить. И она вот это получилось, это, мне нравится. Но кто покупать хочет, я им рекомендую их не покупать. Потому что к нему очень такое-то отношение должно быть это. Огонь должен быть меньше среднего. Что у нас даже взять шурпу, варим мы на медленном огне, он получается вкусно. Так же хаве. Но у нас хозяйки сегодня, и не только хозяйки, мы все куда-то бежим. И когда гости приходят, мы быстро хотим приготовить хаве, и получается горит ручка. А если вот меньше среднего варить, и альхамдулилlah, он будет оживлять вашу кухню, и будете долго пользоваться. А если она вдруг сгорела, здесь элементарно выбили этот гвоздь, воткнули любой своего сада веточку, там фундахосан, джевазосан, и пользуйтесь. И меняйте каждый год красоту эту. Машаллах, Рифатага, колай болсын. Селям алейкум. Что это у вас такое интересное происходит? У нас вот рождается гранатик, брошь, нар, символ благополучия, благородства, берекет, да. И вот такой символ девочка захотела себе свалять в красном цвете. Потом она обошьет. Почему красный? Почему красный? Потому что он выглядит красиво, эффектно. Стильно, да? Да. Человек просто выбрал, душа выбрала. Я Да. понимаю. Ярко смотрится, классно. Да, и будет индивидуальная у нее своя вещь, созданная своими руками. Первое изделие. Хорошо. А это у вас, получается, одежда из войлока, да? Да, это одежда, аксессуары из войлока, броши, цветы. Это все ваша ручная работа? Да, полностью ручная работа. А где можно купить, если что? Можно связаться со мной по телефону. Ну, Есть в Инстаграме. В Инстаграме есть, да? Как в я Инстаграме? Войлок в моде. Войлок моде я видел, да. Да, салон. Все. Спасибо за мероприятие, Да, да. которое позволяет собрать творческих людей, помочь детям открыть талант. Вчера вот у меня дети ушли с горящими глазами, зажженные вот этой идеей. Я знаю, что из них получатся уже творческие личности. Да. Это очень важно сформировать поколение, вырастет, которое продолжит твое дело, чтобы не потерялось наше творчество. Машаллах. За внимание. Очень приятно. Вам, честно говоря, вот войлок это очень уникальное. И это, знаете, это чисто наша история тюркская. Да, мы хотим вот возродить и продолжить, не потерять наши традиции. Мама Тоджа очень помогает в этом, вся наша команда. Мы друг дружку поддерживаем, переопыляем своим творческим. Колай болсын. Sağ olun. Çok sağ Селям алейкум, Маматага. Вы подписываете что-то? Нет, наоборот. Отписываетесь? Че, как у вас дела? Маматага, 2 слова скажете? Сейчас я обойду. Общее впечатление, Маматага, о выставке. Что думаете? Селям алейкум. Селям алейкум, Беренджиден, да? 2 слова, все. Как вообще проходит? Довольны, недовольны? Молодцы организаторы, что вот это вот мероприятие, оно уже 3-й раз проходит. И оно набирает обороты, набирает популярность у людей. Это очень важно. Вот сегодня такой устроить людям позитив, такой вот источник общения, источник позитивной энергии, музыки, искусства, всевозможных там мастер-классов, товаров. Это настоящий действительно праздник. И люди в наше время особенно очень нуждаются в этом. А в целом, как прикладное искусство развивается? Естественно. Оно развивается своими, так сказать, в такое трудное время, потому что
любое искусство, оно инвестируется народом, людьми. Вот. Декоративное искусство, оно рассчитано на большую массу людей, на приток туристов. В то же время у нас в Крыму приток туристов сократился уже где-то 30% от прошлого. Этот источник иссякает. Значит, идет инфляция, народ беднеет, это тоже источник. Только это сказывается на искусстве, потому что нас не инвестирует никакое государство. Мы ни с каким государством не имеем никакого дела. Мы делаем все сами, и инвестирует нас наш народ. А сам народ вообще начал больше покупать такое? Я бы не сказал, что больше, вот по сравнению с прошлыми разами, но интересуется, приобретает. Вот наши мастера этим живут, вот ювелиры, керамисты, медники. Естественно, единственное, что у нас вот качество, оно практически погибает, потому что у нас как бы мы работаем на международном уровне, и соответственно цена. Да. А у нас сильнейший конкурент Турция, которая производит видимость килимной продукции. Она там хороший дизайн, у них хорошие художники. Но оно в материальном воплощении это материалы не очень престижные. Мы из натуральной шерсти, натуральных компонентов все делаем, красители и прочее. Там синтетика чаще всего, химические красители и миллионный тираж на машине, которая в минуту выбрасывает 2-3 таких килима. Конкурировать невозможно. Этот нужно несколько месяцев. До полутон большой килим, его полгода ткала мастерица. Да, Саунус Мамутова. В общем, работаем? Работаем. Клаус. Как продвигается ярмарка Шевкет-ага? На высшем уровне. Организация очень хорошая. Вот только немного вчера погода попортила, было очень холодно. Это вчера просто мы с вами не встретились. Да, мы с тобой не встретились. А сегодня теплая атмосфера, солнышко греет, облака красивые, национальная музыка, танцы, которые возобновляет наша нация. Мне кажется, не только танцы, но и все ремесла сейчас становятся выше и выше. Вот. Я по всем этим мастерам прошелся. Их работы меня очень сильно удивили. Вот. Но я смотрю, одно дело у нас отстает. Кожевенное дело. Вы были у кожевников? Конечно. Да. Вот что-то оно что-то очень блеклое какое-то. Ну, развивается, мне кажется. Ну, да. А вообще вот так в целом самсушку уже поели? Нет. А вот сейчас самсушку поедите, и в 2 раза еще лучше все станет.